Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, мои дорогие зрители, гости, подписчики. Давайте сегодня посмотрим такую тему. Кто мчится в вашу жизнь? Если тема интересна, пожалуйста, посмотрите на песочек и загадайте на себя. Так и спросите, кто мчится в мою жизнь? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самое важное, самое нужное и самую полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками, пусть откроют нам то, что скрыто, и то, о чем мы хотим так сильно знать. Так, ну что. Девчонки, тут несколько мужчин вышло. Я расскажу о каждом, а вы уж на себя перебирайте. Здесь мужчина, ваш мужчина. Вот он вышел. Мужчина с факелом в руках. Значит, смотрите, в одной руке у него факел, а в другой руке у него луна. Значит, это ваш мужчина, который что-то нашел, раздобыл, заработал, приобрел. Не знаю, мужчина, который сейчас с вами не вместе, на расстоянии, но мужчина, который к вам летит, к вам мчится. Может, муж, который в командировке, может быть, на вахте где-то, да, ваш мужчина долго был, может быть, совершенно в другой стране работает, да. Вот у него либо как отдых ему идет, либо работа заканчивается, он мчится к вам на всех парах. Есть чем похвастаться, есть, знаете, как добытчик мама-то завалил, да, и тащит его домой к своей любимой, чтобы вместе покушать. А здесь мужчинка постоянно думает о вас, прям, смотрите, птицы будет вам слать, да, либо шлет какие-то сообщения, вы с ним постоянно на связи. Какая-то дорога у него сложная, непростая дорога, такая вот, знаете, дорога как испытаний. Значит, тяжело ему придется. Вот какие-то вот барьеры. Вот смотрите, вот какая-то крыса. Видите, вот прям образ крысы, да, на него смотрит. Вот еще какой-то человек с каким-то острым предметом, да. Вот все его как будто бы пытаются остановить. Не пускают, да, может быть какая-то блокировка, какие-то ограничения, может быть там поезда не ездят, самолеты не летают. В общем, ваш мужчина будет чуть ли не пешком до вас идти, понимаете, у кого-то отыграется, что прям на перекладных каких-то будет добираться, но он, понимаете, видит цель, не видит препятствий. Очень хочется к вам, очень соскучился, так истосковался. Кстати, вот он думает о чем-то думает таком. Вот смотрите, вы в очень красивом платье и с каким-то угощением. То есть, вот знаете, как он вас, может, и не просит, а может, попросил. Но вот что-то вы такое ему готовите, что-то такое делаете, что он очень любит. И он по вот этой еде очень сильно соскучился. Понимаете? Поэтому вот он прям и по вам, и по этой еде, и прям чуть ли не молится. Думает, Господи, хоть бы она догадалась, да, и сделала бы мне эту вкусняшку. Он вас представляет, девочки, он так по вам соскучился, именно вот, скажем, по интимной, да, вашей стороне жизни, что вот готовьтесь. Наверное, сутки напролет не выпустит вас из своих крепких объятий. Здесь будет жарко, будет очень-очень тепло, да, несмотря на то, что у нас зима. Так, что еще по этому мужчине скажу? Мужчина сейчас, возможно, приболевший, либо в ближайшее время приболеет. Но, девчонки, вам не скажет, вообще не скажет, чтобы вы не переживали, чтобы вы там ничего не думали. Но почему я вам это говорю? Почему это важно? Потому что мужчина может, знаете, какой он? Он может махнуть рукой и сказать, да ничего страшного, переживу, да, переболею там на ногах. А это нет, нехорошо. Здесь хотя бы нужно обратиться к специалисту, хотя бы какую-то, может быть, медикаментозную помощь принять. Это обязательно. Следите, если чувствуете, что голос у него поменялся, либо вот прям, да, вот голос какой-то уставший стал, прям настаивайте, чтобы он шел и обязательно проверялся, получал лечение. Вот, потому что мужчина такой, слишком он геройствует.
а это нехорошо. У него сейчас, вот видите, как ножки в разные стороны смотрят, потому что дорога как-то закрыта, да. Либо, кстати, может еще отыграться, что мужчине осталось там сколько-то дней отработать, и он прям, понимаете, вот он на этот календарь смотрит, и его гипнотизирует. Скорее, скорее, скорее это число, чтобы я мог поехать к моей любимой женщине. У кого-то, девочки, отыграется, что это ваш мужчина издалека, мужчина, с которым вы там, например, общались по переписке. Сейчас возможность есть встретиться, увидеться. И тоже, знаете, как он этот маршрут уже построил, к нему подготовился, да, ждет назначенное число, когда он, например, сможет двинуться в путь. И, кстати, очень переживает за свою дорогу, переживает о том, как вот вы увидитесь, какая вы на самом деле. Может быть, вы раньше не встречались, либо встречались когда-то давно. Пытается, знаете, как подготовиться, да, вот подготовиться, что буду говорить, что я буду делать. Вот все время вас представляет, да, в каком вы будете образе, как вы будете выглядеть. Ну, вот прям, знаете, до деталей пытается подготовиться, постоянно думает. И, кстати, девчонки, он тоже вам что-то купил, приготовился, будет вам подарок делать. Подарок очень интересный. Подарок такой, знаете, со смыслом, вот так бы я даже сказала. Не просто какая-то там ценность, да, а вот со смыслом подарок. Так что обратите внимание на то, чтобы ударить. И, кстати, да, вот мужчина будет ждать, что вы, ну, порадуетесь, да. Ну, я знаю, что у нас девчонки скромные, да, они просто могут там сказать, обрадоваться, конечно, где-то там внутри себя, а мужчине просто сказать, ну, спасибо, спасибо, да, даже там не открывать. Вот, поэтому, девочки, тут мужчина хочет вашей реакции, такой, знаете, что прям аж как фейерверки, да, в глазках у вас заблестели. Пожалуйста, постарайтесь его порадовать этой своей реакцией, это будет очень хорошо. Так. Кто еще мчится? Мчится какой-то ловелас, честно говорю. Ловелас, вот он с левой стороны у нас тут такой, знаете, любитель острых и ярких ощущений, любитель женщин, весь такой из себя, весь такой фигуристый, ухаживает за собой, весь с иголочки, такой модный. На машине этот мужчина. Машину свою любит больше, чем женщин, да, своих, которых у него тут огромное количество перебывало в его кровати, да, скажем так. Значит, вас он увидел, вы ему очень понравились. Здесь, кстати, у вас может быть какой-то разговор с кем-то был, и там ему, знаете, как сказали, вот ты к ней не ходи, даже не подходи, не думай, она тебя, знаешь, как пошлет далеко и подальше. А этот весь аж запалился, такой, думаю, о, как это меня, я же такой красивый мужчина, кто меня сможет послать? За мной вон девки бегают, да, целыми толпами. Табунами, да, за мной бегает, а кто это меня пошлет? И ему так прям интересно, да, вот прям, как вы на него среагируете. Почему-то он уверен, что вы прям сразу, да, вот растаете и ему в объятия упадете. Знаете, он что делать будет? Ой, девочки, извините, у меня тут маленькие неполадки технические. Давайте продолжим. Так, что он будет делать? Мужчина будет пытаться навести шороху, мороку. Будет тут весь такой из себя, искры направо и налево. Будет, знаете, таким вот прям барином вокруг вас ходить. Будет показывать, и какой он добрый, и какой он щедрый, и как красиво умеет говорить, какие там комплименты. Знаете, будет вас прям поражать и удивлять. Но вы, девушка, не такая. Вы не падкая на вот все это блестящее, красивое, да, и сладкоговорящее. А вы на этого мужчину так холодно посмотрите, аж до костей его проберете. Вот. К чему я все веду? Здесь мне не показано вот до конца, да, вот ваш процесс, но мне показан результат. Значит, мужчина будет добиваться вашей любви. Вот, девчонки, кому-то из вас суждено из вот такого жигала, да, сделать порядочного, доброго семьянина. Вот вы можете смеяться, можете не верить, но кто-то этого мужчину приручит. Приручит и не только приручит, да, но и научит. Что такое быть мужчиной? Серьезным, ответственным, добрым. У кого-то прям семья с таким мужчиной будет. И будете вспоминать и внукам своим рассказывать, как вы из вот такого вот красавчика, да, любителя женщин сделали порядочного семейного человека. И он будет рядышком с вами сидеть, да, и в глазки вам заглядывать. И этот мужчина, он, как, знаете, как дикий идет, что ли, да. Но дикий в таком смысле, что не было у него порядочной женщины, не знает он, что такое отношения. В силу разных причин, да, так бывает у мужчин, когда они
Ну вот, когда самцы, да, только бы, ну ладно, не буду говорить, неприлично это все. Значит, мужчина станет порядочным. Вот у кого-то прям 100% отыграется, что с этим мужчиной вы построите отношения, он будет за вами бегать, уговаривать, а вы, знаете, как пожалеете его, скажете, ну ладно, ну что с тобой горемыкой делать, давай-ка я тебя научу, что такое муж, что такое мужчина, давай попробуем. И будет прекрасная семья у вас. А кто-то вот из девочек прям мужчину на место поставит, знаете, за всех девчонок отомстит, за всех тех, кого он перепортил и кому он сердца разбил, понимаете? Вот прям так жестко с ним поступите. Ну, так ему и надо. Так, еще. Здесь какой-то друг вам идет. Друг. Вот есть у вас какой-то друг мужчина, с кем вы общаетесь, разговариваете. Может, на работе, может быть, где-то на учебе, может быть, по соседству. Хороший, добрый мужичок. Ну, такой замкнутый немножечко мужичок. Кстати, возможно, разведенный либо вдовец мужчина. Значит, этот мужчина как-то странно на вас смотреть начнет, какие-то разговоры начнет с вами вести. А вы знаете как? А вы сразу и не поймете, а что случилось? А что это он тогда со мной начал о чувствах, о эмоциях говорить? Да, мужчинку накрыло, хочется любви. И причем, знаете, как у него так по нарастающей пойдет. Сначала он к вам чаще захаживать начнет с какими-то разговорами, расспросами, может быть, там с просьбами какими-то. А потом, знаете, дойдете до свиданий. Свидания могут быть. Будут вас звать, приглашать, как-то, знаете, участвовать в вашей жизни. Будет хороший, порядочный мужчина. В принципе, знаете, что вижу? Вижу, что, может быть, он вам не по сердцу. Ну, вот как... Ну, каждая женщина чувствует, да, с кем может быть, а с кем не может. Но, девочки, если хотите стабильных, теплых таких вот дружеских отношений, пожалуйста, прекрасный вариант. У него еще какое-то, кстати, добро, да, какое-то имущество, добро водится. Может, он вам отпишет, да, либо на вас перепишет. Ну, кто, девочки, кто вот хочет тихой, спокойной вот такой болотистой жизни, да, где тепло, светло и мухи не кусают, вот, пожалуйста, прекрасный вариант. Порядочный, добрый мужчина. Ни словом, ни делом никогда не обидит. Что ему нужно? Ласка нужна, забота нужна, хорошее дружеское отношение. Вот, пожалуйста. И как, знаете, идеальный вариант. Если у вас особенно детишки есть, ну, будет их любить, баловать, будет с ними, знаете, как нянчиться. То есть, ну, такой, спокойненький. Вот. Еще хочу сказать, что вот кто зашел на эту отсыпку, у вас вот как-то попрется по мужикам, прямо знакомства какие-то идут, знакомства, общение, внимание будет уделять вам мужчины, как-то, знаете, через меру, да, обычно, ну, как-то было так, да, так-сяк. А тут прям будут тянуться к вам, тут и комплиментики, и вот прям заигрывания могут случиться. Знаете, даже случайно незнакомые мужчины могут там идти, подмигивать вам, улыбаться, с вами здороваться. То есть как-то вот прям, вот знаете, как крутится на языке, сказать не могу. Будьте привлекать внимание в хорошем смысле слова. Хорошем смысле слова. Так, и девочки, особенно девочки, которые у меня совсем молоденькие. Берегитесь мужчин. Ну, тут один мужчина вышел, ну, может, как собирательный образ, да. Мужчина гораздо старше, чем вы, женатый и при каком-то таком статусе, да, вот. Почему-то кажется, что он как... Ну, не знаю, власть у него в руках, понимаете, власть. Это может быть какой-то начальник большой, может быть чиновник какой-то. Вот этого мужчину берегитесь, потому что этот мужчина, девочки, опасный. Чем он опасный, не знаю. Ну, как паук вас, знаете, вот так обовьет весь, да, и, ну, не надо, да, пусть это все останется на песке, я вас предупредила. Может быть, он там сильно денежный какой-то, может быть, он... ну, авторитет какой-то, да, ну, лучше не надо, девочки, лучше не надо. Придумайте что-нибудь, откажитесь, отмахнитесь, не соблазняйтесь вы на этого мужчину, он ничего хорошего не принесет. Да, он будет к вам набиваться, да, он будет к вам стремиться, но он, нет, он не хороший, там что-то у него черное есть, в душе что-то черное, в уме что-то черное, лучше не надо, стороной. Мужчина при власти, мужчина гораздо старше, чем вы, и он, знаете, еще такой... То есть какой-то вот он может быть упитанный, да, упитанный, может быть не пухляж, но упитанный, вот такой мужчина. Берегитесь, обходите стороной, ну лучше и спокойнее вам будет. Мои дорогие, на этом у меня все. Спасибо всем за внимание, всем пока-пока.